Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Śpiewajcie Panu nową pieśnią, bo On uczynił cudy. Перед вашима язычников объявил свою справедливость. Аллилуйя. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем спасти эту наисвятейшую охвяту. Spowiadajmy Bogu Всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, слова, ушибком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Смилуйся над нами, Ангел. Смилуйся над нами, Ангел. Смилуйся над нами, Ангел. Над нами, Пане, смилуйся. Смилуйся над нами, Христе. Смилуйся над нами, Христе. Смилуйся над нами, Христе. Над нами, Христе, смилуйся. Смилуйся над нами, Ангел. Смилуйся над нами, Ангел. Смилуйся над нами, Ангел. Над нами, Пане, смилуйся. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Хвала на вышинях Богу, а на землі слухою нам доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, владарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Panie Boże, baranku Boży, Synie Ojca, jaki darujesz na sobie graki
Всемогутный вечный Боже, исхренно возмазняю нас деяние пасхального сакраменту, как Ты, яко Ты отразил в святым Христе, с допомогой Твоей ласки принесли богатый плод добрых учинков и досягнули радость життя вечного. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владали триедности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Amen. Читание книги Деял апостолов. У тые дни, коли колькость учнів повеличувалася, еліністи почали нарекати на гавреїв, що вони забивають про їхніх удовов у штоденному служенні. Тоді 12 скликали усіх учнів і сказали: «Негоже, как мы занедбали Слово Божие и служили при столах. Тому, брати, виберіть з вашого ліку 7 мужів доброї слави, повних духа і мудрості, яким доручим це служення. А ми увесь час будемо тривати у молитві і служенні Слова». Сподобалася гэтая мова ўсёй грамадзе, і абрали Стефана, мужа повного веры і Духа Святого, і Филиппа, і Прохора, і Миканора, і Тимона, і Пармена, і Миколая, прозеліта з Антиохії, яких поставили перед апостолами. Яны, помолившися, усклали на их руки. А Слово Божие поширалось, и значно повеличилася колькость учнів у Єрусалимі, і 16 святаров прийняло віру. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану. Милосердная Пани, нехай буде над нами. Милосердная Пани, нехай буде над нами. Радуйтеся, Пану справедливые, праведным належит хвалить Его. Славьте Пана на гуслях, грайте Ему на 10-струнной арфе. Милосердная Пани, нехай буде над нами. Правдивые слова Пана, и все учинки Ягоные верные. И Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Милосердная Пани, нехай буде над нами. Вослуха Пана над тими, хто Його боїться, над тими, хто сподівається на Його милосердность. Так Він душу їх уратував від смерті і накормив їх у час голоду. Милосердная Пани, нехай буде над нами. Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованы, приступаючи до Пана, живого каменя, откинутого людьми, але вибраного Богом, коштовного, і ви самі, як живі камені. Будуйтеся у дом духовних, святарство святое, хто приносить духовні оферти, приємне Богу праз Єсуса Христа. Бо сказано у Писанні:
Вось я кладу на сіёне камень краевугольны, выбраны, каштоўны, і хто верыць у яго, не асароміцца. Таму для вас, веруючых, ён каштоўнасць, а для неверуючых камень, які адкінулі будаўнікі. Ён стаў галавою вугла, камнем спатыкнення і скалой спакусы. Яны спатыкаюцца аб яго, бо не пакараюцца слову, дзеля гэтага яны і прызначаны. Вы ж выбраны род, каралеўскае святарства, народ святы, люд, узяты Богам ва ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, што паклікаў вас з цемры у цудоўнае святло сваё. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я дорога і правда, і життя, каже Павло. Ніхто не приходить до Отця, іначе тільки праз мене. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. А з вами І з Духом Твоїм. читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Нехай не тривожиться серце ваше. Вірите у Бога і у мене вірте. У домі Отця моєго шмат святиць. Коли б так не было, ті сказав би я, що іду подрихтовать место для вас. І коли прийду і подрихтую вам место, прийду знов і заберу вас до себе, как і ви були там, де я. А дорогу, куди я іду, ви ведаєте. Каже йому Філіп: «Пане, не ведаємо, куди ідеш. Як же можемо ведати дорогу?» Єсус сказав йому: «Я дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше тільки праз мене. Коли б ви ведали мене, ведали б і Отця моєго, і адгэтуль ужо його ведаєте і бачите». Філіп каже йому: «Пане, покажи нам Отця і хопить нам». Сказав йому Єсус: «Філіпе, стільки часу я з вами, а ти не ведаєш мене? Хто мене бачив, бачив і Отця. Тому чому ти кажеш: покажи нам Отця? Чи ти не віриш, що я у Отцу і Отець у во мне? Слово, що я кажу вам, не від себе кажу, але Отець, який у во мне, він чинить справи своє. Вірте мені, що я у Отцу і Отець у во мне. А коли ні, то вірте ділі моїх учеників. Сапраўды кажу вам, хто вірить у мене, буде робити учинки, які я роблю, і більше за їх зробить, бо я йду до Отця моєго». Это слово Пана. Слава тобі, Христе. Бо я иду до Отца моего. Как хтось сказал вам такие слова с ваших близких: «Я иду до Отца моего». Что это бы означало? Что хтось уже збирається помирати. Нас одразу бы наповнило наше життя смутком. Бо сапраўды смерть — это что-то трагичное, это что-то древнее для человека, который не має своих корней у Богу. А для того, кто верит, то ведає, что смерть есть только тем, об чем сегодня сказал Иисус Христос: «Я иду до Отца моего». Говорячи это перед отданием самого себе у ахвяру, складенную на крыжи, как и знову на ново отрадить человечество до життя незвичайного. Да, життя
у вечнасці. Вельмі часта, калі хтосьці дзесьці памірае, часамі прыходзяць да мяне людзі і гавораць: ксёндз, я не знаю, што з сабой зрабіць, бо гэты чалавек быў для мяне сэнсам жыцця. Я не ведаю, што чыніць. Не маю сэнсу жыцця ў сябе, бо хтосьці мой памёр блізкі там. Я адразу стаю пытаннем і шукаю адказу, чаму ён так паступае. Таму што ён свой якар жыцця зацапіў за гэтага чалавека. А так не павінна быць. Не. Толькі ў першай чарзе за Пана Бога. Калі да мяне прыходзяць сужанкі, якіх я навучаю, я говорю у першай чарзе Пан Бог, потом мужик, Пан Бог, потом жонка, Пан Бог, потом дзеці. Гэта першая і падставовая рэч, якая патрэбная хрысціяніну. Бо калі мы так умеем зацапіцца за Христа, нават смерць трагічная чалавека нам не падрэжа ногі, што мы перастанем хадзіць, што мы перастанем жыць. Бо Ісус гаворыць: я дарога, праўда і жыццё. Чи якая дорога? Ми сьогодні маємо шмат розних дорог, по яких сподорожничаємо. Чи дорога зміняється? Ні. Дорога не зміняється. Сьогодні є туди, як і Грунинський тракт. 5 років тому назад він так само туди капав. І за 10 років маю надію, що він так само держав. І буде так само пояс і дорога розмальована різними кольорами, як автомобілем двигаться. Мы дорогу не переносим каждый день в другое место. Вот в этой, через год мы другом месте изменяем. Дорога не изменяется. А лишь что? Человек покликан на эту дорогу, как ее идти и познавать. Что-то новое. Я, например, шмат подорожничаю, бо езжу на реколекции, на миссии, на реновации миссии, на перегринации, на розные размовы, встречи, споткания, на які не запрошаються на квести, де так само обвящає Боже Слово, там, як говорить, жабрую перед костюмом, ставить хоч якусь копейку на будову. Я познаю дороги. І не шмат, не тільки тут на Білорусі, але так само і за межою. Це наші дороги, які ми познаємо, і побудовані, але дороги не зміняються. Я думаю, я треба подладувати, коли там є така інститута, не так само з'явиться після зими, бо на дворі такий клімат у нас, наприклад, але вона не зміняється. І чоловік, що це показує? Що Ісус Христос був, є і буде таким. Говорить: я дорога, чи я безмінний. І тому говорить, хто приходить до мене, не буде прагнути, але завжди буде наповнений. Буде наповнений Христом, буде наповнений добром, теплом, супокоєм, який Ісус Христос обіцяє. І нам в этом житті сьогодні це потрібно. А дорога це що? Це щось, чого чоловік покликаний істи цілий час. Коли ми стримаємося на автостраді, пробачте, будь ласка, то одразу, коли за границей стримаєшся, даже звук автомобіль запсувався, одразу приїдуть в службу. Как тебе проверишь, что с тобой здарилося? Может, ты потребуешь допомоги, а може автомобіль запсувався, який одразу відтягнув на сторону коп'ю, не суперечив руху, який там відбувається в рівні Худському, бо там 140 км, 150, в залежності від якої автостраді говорить. І чоловік, коли затримається у своєму житті, у житті познання Пана Бога, хтось сказав би: я Пана Бога вже не познав. І говорить: ні. Бо коли ми затримаємося, ми покликані, як розвиватися, як вести наперед, як не затриматися на місці. Наприклад, видим, що у костеля год літургічний поділений у звичайний період на 2 роки. Перший і другий. Але в цих перших других годах зміняється тільки перше читання. Євангелія, коли хто приходить кожен день, буде чути за год ту саму, яку, коли прийшов суботу, ту саму наступну суботу, буде їздила така сама какая-то. Через год. Год літургічний у неділі і в урочистості поділений на 3 періоди. А, Б, С, чи на 3 годы. Что это означает? Маем первое читание, маем псаль, маем другое читание, маем Евангелие. И они за каждым разом изменяются. Тягом этих 3 годов изменяются через 52 тижні, тривало, столько раз изменяются. Все читания такие мають, вони правильні. Була б не спокуса. І часами в моїм початковій стадії Віця Святород така спокуса заіснила. Яна, на что ты будешь писать каждый раз новые оказания? Ты возьми себе, напиши его на карточку, а за 3 года и снова Евангелие повторится, Слово Божие повторится, ты вынемешь и прочитаешь. А с 20 годов уже карточка будет желтая. Ты и так будешь себе читать. Але нет.
я хочу развиваться. Тому гэтыя казания, якія я тут до вас промовляю, я их не пишу. Я сегодня до вас промовляю, а через месяц-два я забуду. Хотя ж буду памятать основных позвоночник этого казания, то, что хотел передать, бо есть якісь пункты, за які я в голове зацепляюся. Але гэта все, і сьогодні вже говорю 24 раз. Тому маю право його ще лепей у собі утрывать у свою церковь. Для меня плюс таки, когда я умею сказать казание с головы, то что это означает? Что я его разумею. Чи можно говорить об тем, чего мы не разумеем? Ну нет. И тому я хочу развиваться. И костюм нас кличет для развития. Не только вы затримались на месте, кто сказал, я принадлежу такой группе, я уже такими молитвами молюсь, все. Я уже больше идти драйву. Ты затримался на месте? Ты ехал 140, я автоматически остановился. Вот приехать в Киевскую службу. Я думаю, в какую сторону тебе будет. Идти на дом. А ты уже не надеешься на подороже. Еще можно поремонтовать автомобиль твоего укрытия. Как мы припадково не затримались на месте. А как это не отбылось, мы повинны свой якорь життєвий кинуть у Бога. Бо це вельми основний сенс нашого життя. Бог. І нічого другого. Есть у Калифорнии, у Сан-Хосе, такие пригожи, великая вилья побудованная. Расскажу историю ее. Был Вильям Винчестер. Вильям Винчестер придумал Винчестер, видно, такие, что используется в фильмах, вельми часто вестерны переживается. Винчестер – популярное оружие. Когда он помер, его жонка Сара Винчестер не знаходила места, постратила самую себе, не имела котвицы, не имела якоря, корневого Богу. И подалась в одну из сект, спиритуалистичных, там, где покладают надею у душах их викриковують. І гэты медіум, які там камовцы, так званий медіум, які там вёў, калі выслухаў яе гісторыю, сказаў ёй, што для яе єдиним ратунком, каб уратаваць свою душу, трэба пабудаваць віллю, дом. І ў гэты дом пасяліцца ёй, і запрасіць душы тых, хто пагіб ад гэтага аружия нечыстага. І нам взяла гэта на паважна. Выкупила віллю, дом, и распочала его разбудовывать. Так, что по сегодняшний день можно ее делать. Эта вилья лечит 500 покоев. Эта женщина была помешана еще на лишь 13. Что у каждого покоя есть 13 окон и 13 шиб, или стекол. Есть 13 панелей сверху. Что в этом доме есть 40 сходов, ступеней. А в этих на 40 сходах на кожным есть 13 стопков. А еще больше. Калі помирала, перед дедом, что же помогает, списала тестамент. И в этом тестаменте написала 13 пунктов. И под этими 13 пунктами 13 раз подписалась. По сегодняшний день в Калифорнии, калі кто будет, кто поедет, свинется с этого дома, вообще есть туда его проверять. Есть там двери, которые отчиняешь и ведут никуда. Есть сходы, где заканчиваются и налево. Чему? Потому что человек не имел корней у Бога, не имел надеи. А еще больше скажу. Этой Мэттью ей сказал, что у той момент, когда забьешь после опошний цвик в этой доме, ты помрешь. И працовники в этом доме, мало того, что працевали 7 дней в неделю, працевали 24 години на сутки. И она в этом халасе жила. Она была переконана, что когда закончится будова этого дома, тому и нападала ему такие великие, закончится ее житье. Чи наш Бог такий? Ставить якісь условия для нашего особистого життя? Нет. Бог человека не ограничая, но человека лечит свободным. Мы все сегодня только находимся свободного сердца. И этого шукаем. Нам треба довериться Пану Богу. И другий приклад. На 180 ступней другую сторону. Так
складно сповнюється історії. Так само заправлена історія. Джордж Міллер, навернутий на християнство, живе у Бристолі. В этом Бристолі розпочинає і закладає доми сирот, сиротинці так звані. Не один, шмат їх закладає. У своїм житті ніколи упрост від чоловіка об нічим не просив. Ніколи упрост не просив. Усё вывалил у Пана Бога. Але больш того, браты і сестры, кожную молитву, якую ён прочитал, и кожная, якая была выслухана, ён списывал у свой дзённік этой молитвы. И калі ён памёр, адчынілі гэты дзённік и знайшлі ў ім списаных 50 000 молитваў. И все 50 000 молитваў были выслуханы Паном Богом. Он написывает там каждую ситуацию, а что молиться, який способ Бог, да и Бог выслухал эту его молитву. А еще больше, 30 000 с этих 50 000 Пан Бог выслухал этих молитвах у той самый день, а большую частку из этих 30 000 у тую самую годину, об чым он просил. И это не байка, бо сегодня Иисус Христос говорит, об чым будете просить в имя мое, то я буду вам дадено. Да, еще больше я ученики учите, чем я чиню, бо я иду до Отца моего. Коли вы попросите в имя мое, то я напевно выпрошу Отца, который он вам дал еще больше, чем вам потребовало. Чи это слово не важное для нас, христианов, які шукаємо сенсу нашого життя? И одна из таких молитв – рано, панує беда, дети устали, опранулись у школу в этом сиротинце. Мюллер приходит, глядит, Джордж, у кухні нема ні яди, глядовні так само пуста, пустота, нема чого їсти. Коли діти опранулися, Мюллер говорить тим, хто з ним співпрацював, накрийте на снедание для детей. Все говорят, не моя дышь, чтобы накрывать, потому что дразнить детей. Накройте на снедание для детей. Разложила прислуга тарелки, разложила ложки. Мюллер пришел, усели за пустым столом, там ничего не было, там ничего не было. Пустота. Мюллер сел, распочал молиться. Не минула минута, кто-то в двери стукает. Приходит пекарь. А говорит, сегодня з раницы почув у сердце своем, что я повинен сюда принести хлеба и молока. Принес хлеба и молока. Не прошла минута, з'явився наступний и снова стучить у дверь. Был это человек, который развозит молоко. Говорит, что я ехал с повозкой, вез молоко на млячарню. Аля, повозка запсовалась. Есть такая жара, что она запсуется. Идите, забирайте это молоко. Больше, чем 10 сбанов молока принесли. Это одна из молитв. В эту ситуацию так само описывая в этом своем дневнику. Братья и сестры, жадаю и вам, как может это и ваша молитва, в яких вы молились, и уже сбросить, списать нарочно. Не для того, как похвастаться перед Христом. Не для того, бо это все дар Божий. А не только и выключно для того, коли мне буде древна, коли я буду задавать свои питания, коли я буду шукать отказу, коли я открою этот дзьонник и прочитаю, який Бог добрый и милосердный, да, як мы сегодня спевали в этом псалме, что я трощится и клопотится больше про меня, чем я сам про себя. Как мы наполнены такой Божьей надеей, могли имкнуться до святости, до якой мы все покликаны. О, Иисус говорит, слово, что я кажу вам, не от себе кажу, а Отец, який во мне, и Он чинит справы свои. Верьте мне, что я войду, и Отец во мне. Веру в одиного Бога и Отца, Господа, Твоей земли, усякого вашого ім'я вашого, і одиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, і отпущения веками, Бога от Бога, святлого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не спорного, одиносудного Отцу,
праз якога ўсё сталася. Ён для нас, людзей, і для нашага збавлення зайшоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святого, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў твары, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Бога, який поєднав нас з собою у своїм милованим Сині Єсусе Христе, внесем с удачностью супольной молитвы, молимся в святый костел, Христовое тело, как все его вызнавцы, молимся до святости, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об едности и згоде поміж народами, как спокой, який дає нам знавца, запанував у серцях всіх людей, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За людей, які поразмерно клопотятся об своим добробытии, как они умели сгожаться с волей Божией, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За людей, яких докарає сумління, як вони знайшли спокою в сакраменті покаяння і поєднання, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас тут присутних, как уделу святой мши поглублял нашу едность с Богом и людьми на дороге до избавления, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты про смертью воскрешения Своего Сына заключил заповедь с человечеством. Выслухай наши молитвы и керуй нами, как наши учинки, завсюду производные с верой, якую мы вызнаем праз Христа, Пана нашего. Аминь. Белых спевников, номер 19. Молитесь, как мою и вашу охрану принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Боже, Ты престудовный, от нездоровых и отбывается в этой охвяре, робишь нас утельниками Твоего Богства. Учеников мы спознавши Твою правду, а святого накировались и мы в наших учинках, праз Христа Пана нашего. Аминь. Бога с вами. І з Духом Твоїм. Укору серці. Подякує Пану Богу нашому. Собравный Бог на этой справедливо, слушна и избавленна, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в этот час больше урочисто обвещали Твою хвалу. Коли Христос был охвярованный от нашая ласка, праз Его Сына
Сыны святла нараджаются для вечного жития, а для верников отчиняются брамы Царства Небесного. И Он своей смертью перемог нашою смерть, а яго з мертвых повстание стало для нас задатком нашего воскрешения. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа. А хоре ангелов разом с усими святыми śpiewają Tobie hymn chwały, niespłynna usklikaючи. Святый, 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 а Богу всем могутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Благословенный Той, кто идет в имя Пана, благословенный Той, кто идет в имя Пана. Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Naprawdę Boże, Ty święty i sprawiedliwa chwali Ciebie все Twoje stworzenie, poprzez Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrysta, dziejstwem i mocą Ducha Świętego Ty все оживляешь и освещаешь, и неспынно збираешь народ свой, как от сходу солнца и до заходу, до имени Твоему чистую хвяру. Тому в едности с усім костелом в первый день тыдня, как Иисус Христос у вас кровь, и спаслал на апостола Духа Святого, праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Święci, Boże, Ducha Twojego wyja dary, jakie my przynieśli Tobie na chwiaru, jak stali się jeny cielem i krwią Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrysta, jaki nam nakazał zdійснять tę tajemnicę. Bo On u tую noc, kiedy był wydadzony, wziął chleb i podzięku Tobie składający, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Берите и ешьте с этого все, bo это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Podobnym czynem do wieczery wziął kielich i podzięku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom każdy. Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таємниця віри. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего приступания. Panie, wspominając zwałczą ruchu Twojego Syna, a tak samo Jego cudowne воскресение i nieuchrzcie, i czekając Jego drogą przyjścia z podziaką i składajem Tobie гэтую живую святую ахвяру. Узглянь просим на дар Твоего Костела и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом во Христе. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, aby my zmogli otrzymać spадщину z wybrannikami Twoimi. Najpierw
z Najświętejszej Pannej Bogorodicej Maryjой, ze świętym Józefem, jej bratnikiem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi mucznikami, ze świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, świętym apostolem Jakubem i всеми świętymi, przez zastupnictwa jakich my spodziejemy na Twoim niestąpnym pomogu. Proszę Ciebie, Panie, niechaj ta ofiara naszego pojednania przyniesie się u światu subaku i zbawienia. Будь ласкавий умацувати у вірі і любові Христу Твой, який пильгримує на землі, за слугою Твоїм, папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Твоєї України. Будь милостивий до просьби у этой сім'ї, яка по Твоїй волі стоїть перед Тобою. О добрий Отче, ласкаво з'єднати з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх. Naszych pomiernych bratów i sióstr i wszystkich, kto łasce Twojej odeszł z tego światu, miłościwo przyjmij władarstwo Twoje, gdzie i my spodziejemy się być, jak razem z nimi, zawsze radować w Twojej chwale, przez Chrysta Pana naszego, przez jakiego adorujesz świat wszelakimi dobrotami. Раз Христос, Христом и у Христе, Тобie Boże Ojcze Wszechmogący, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, prazo Ciebie, jaki wieczny ja. Называем się dziećmi Bożymi i zjawiają się, a ośmieliłem się kazać Ojcze nasz, который в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła. Daj łaskawa spokoju dni nasze. Dopomaży nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowali wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Bo Twoje bogactwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, Supokój покидаю вам, supokój mój dаю вам. Prosím, nezważaj na grzechy nasze, ale na wierу Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a daruj Go supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Zradajcie bliźniemu znak supokoju. Ось Баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягоною. Аминь. Я не варты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Воспеваемся номер 25. Убил священников номер 258. Ты один
помолимся. Просим Тебя, Боже, да положи милостиво Твоему народу, який узнатнил наисвятейшим сакраментом, и учеников он покинувши старую греховность, перешел до нового життя у цнотах. Раз Христа Бога нашего. Аминь. Объявим. Раз весь месяц май после святых имшаў вечаровых отправляется на набажэнства маёвае. У неделю гэтае набажэнства отправляется после святой имши у 10:30, на якое шчыра запрашаем. А калі хто не можа, заахвочвае капітанем Йорданскім і наш да Святейшей Панны Марии молиться у своих домах, у кругу своей семьи. На гэтым тыдні припадае першы аўторак месяца, Дзень малітваў пра заступніцтва святого Архангела Михала. Таксама ад гэтага першага аўторка месяца і так будзе до конца свету у нашай парафіі паўстае так званая суполка малітвы ружанцовай мужчын. І ў гэты аўторак уже бліжайшы запрашаем мужчын у 18:20, каб молиться на ружанцы, что не означает, что жанчыны не маюць права прыйсці. Маюць права прыйсці супольна помолиться, але гэты ружанец будут вести мужчины нашей парафии, которые будут молиться, вядома, чым каб іхнія жонкі былі добрыя. А вы, жонкі, хочете доброго ножка иметь, тогда молиться за своих мужиков. Так что это уже залежит от вас. Першая середа месяца дзень молитваў пра заступніцтва святого Юзафа в інтэнцыі будаўніцтва святыні у нашей парафіі. Калі яна распачнецца, Бог один ведае. Я не ведаю, я бы хотел распачаць, але и тяжкости. Першы четверг месяца молимся об новых покликаниях до службы святарской, законной и миссийной, а таксама молимся за покликанных. 10 мая, это наступная неделя, о 12 године отбудется урочистость годовины першей святой коммунии, а таксама имша на заканчэнне року катехетычнага 2025-26. Хоть катехеза еще не заканчивается, она будет трываць у нашей парафии аж до 28 мая. А после святой имши о 12 године отбудется сямейный пикник. Запрашаю с собой взять колбаску. Коли не мальчик, вот у нас куропаток бегает, можно будет заплатить. Никто не бачу, кормильцу в России только я. 17 мая, однако, в 13:30 отбудется урочистость першей святой коммунии, что не означает, что святой имши о 12 године не будет, и так само будет. А чему 13:30? Бо у нас аж 30 детей выступает, у нас это цифры такие. Жартую, конечно, если говорится, что сейчас в нумерологию верить. А потому что шмат детей, мы хотим для них заявить особенную святую имшу для першокоммунийных. Дякую за ахвяраванне на будову святыні, за супольную індивідуальную молитву, за спеву праву літургічную, за прибирание каплицы, а так само тем, кто дежурил. Помолимся за тых, кто на гэтым тыдні святкує дні народження, іменины, юбілеї, хто чекає народзін дітей. Помолимся так само за ксяндза Александра, провожча парафії з Гатова, який сьогодні святкує день своїх іменинів, за добродеїв, храдавців нашої парафії, так само нові добродеїв будівництва санктуаря Божої милосердності. И за нас кожного особу доручаем опеці Маті Божої, Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не побожай молениям нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходите. Солнце разогрело гэтае надворье, нехай сапраўднае солнце, якое ніколі не пагасне, Христос распалит сапраўднай любові таксама ваши сердцы. Отпочивайте, гуляйте, користайтесь з тих даров, які нам Бог дає, пока еще життю на это дозволяє. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый.
Amen. Idźcie w spokoju Chrystowa. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archaniole Michale, Nie razi nas u zmagani, будь нам обороной, супроть спокусы и бастан Слова Духа. Покорно просим, някая вознищись Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь пекла шатана и інших злых духов, якие нас богудушнуют по свете. Аминь. Думать 127. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе, Он приходит, дева, дева. Настанет день, Божий день, Господа, настанет день, и замути, ему хвала. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе, Он приходит, дева, дева. Настанет день, Божий день, Господа, настанет день, и замути, ему хвала. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе, Он приходит, дева, дева. Настанет день, Божий день, Господа, настанет день, и замути, ему хвала. Нехай буде похвалений Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, някай буде похваленный, наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, някай буде похваленный, наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.